боимся инфарктов, инсультов, сахарного диабета. Мгм. Спасибо большое. Как сейчас лучше слышно? Спасибо за отзывы. Следующий слайд, пожалуйста. Давайте посмотрим, почему я поднимаю вопрос от каждой, в общем, нашей встречи к следующей встрече про гипертонию, сахарный диабет и ожирение. Являемся ли мы вообще передовиками в этом деле? Посмотрите, гипертоников в Российской Федерации 42 миллиона человек, это 40% взрослого населения. Инсульты у нас происходят в 4 раза чаще. Кто не знает, что такое инсульты, я поясню. Это нарушение кровоснабжения мозга, когда после этого отключается или возможность двигать конечностями, или способность говорить, или мыслительные способности, или в совсем тяжелых случаях дыхательные функции, глотательные. В общем, это очень плохо, скажем так, да? Так вот, инсульты у нас происходят в 4 раза чаще, чем в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе, хотя по уровню давления отличий у нас и у них мало. В результате мы в первой десятке по смертности от болезней сердца и сосудов. То есть старение наших с вами сосудов идет почему-то не такими темпами, как у наших западных партнеров. Давайте посмотрим на следующий слайд. Как стареют в Европе? У них в 2007 году ситуация за 10 лет кардинально изменилась. Почему я привожу довольно старые данные? Вот в следующем году Евросоюз отчитается за очередную десятилетку, так что вот эти данные достаточно показательны. Посмотрите, у них гипертония вроде бы вот занимает сейчас первое место, как и у нас, но они очень сильно изменили ситуацию с холестерином. Очень сильно изменили ситуацию с вот этим фактором риска. Также они работают в плане снижения курения. У них, в принципе, ситуация с гипертонией на том же самом уровне, что была. Ну, ожирение и диабет – это наш общий бич, что в России, что в Европе, что в Штатах. К сожалению, мы догнали Европу, у них 35%, 38%, и у нас 38% в среднем по стране. Но почему же все-таки они умирают реже и живут на 10-20 лет дольше, чем мы? Об этом стоит еще задуматься. Сейчас об этом поговорим. Посмотрите дальше. Что вообще страшнее для нас? Следующий слайд, пожалуйста. Поменяйте, пожалуйста, слайд. Так, ладно, пока там техническая пауза, я расскажу вам. Вообще, каждую свою, скажем так, беседу я строю на ваших вопросах. И почему сегодня я хотела поговорить именно о гипертонии, инфарктах, инсультах? Очень многие из вас спрашивают вообще, можно ли там заменить нашими продуктами лекарства от лечения гипертонии, вообще что делать с гипертонией. Многие пишут после инфарктов и инсультов перенесенных. То есть эта проблема действительно актуальная. И поэтому сегодня я, скажем так, заострю на этом ваше внимание. Так вот, также многие спрашивают меня по поводу рака. Я вижу, что даже, скажем так, страх общественности перед раком больше, чем перед сердечно-сосудистыми заболеваниями. Спасибо, Анна, большое. Страх перед онкологическими заболеваниями действительно велик, но я бы не сказала, что этого надо бояться, потому что современные методы диагностики и лечения не стоят на месте. И дальше я покажу вам несколько фактов, которые вас убедят, что все-таки важнее заботиться именно о своем весе, давлении и холестерине. И здесь мы можем сделать серьезный прорыв, именно используя правильный образ жизни, а также, конечно, и продукты от GNS. Ой, перелистнули далеко.
верните, пожалуйста, чуть-чуть. Вот здесь остановимся. Да, ну так вот, смотрите, что страшнее? Вот я тут даже дописала ремарку, что не того мы, товарищи, боимся с вами. Посмотрите, эти цифры – это количество лет, которые в среднем проживают люди с установленным диагнозом сердечной недостаточности. То есть мужчины после того, как им поставили этот диагноз, проживают в среднем 1,5 года чуть больше, и женщины чуть больше 3 лет. А следующий слайд, пожалуйста. А теперь посмотрите на этот слайд. Это немецкие данные. В России, конечно, чуть-чуть хуже статистика с, скажем так, пациентами онкологическими, но не настолько далеко мы ушли от них. Так вот, это цифры показывают, сколько процентов людей, у которых установлен диагноз, проживают 1 год, 2 года и 3 года. Посмотрите, если онкологические заболевания мы лечим, контролируем и живем дальше, пусть не очень комфортно лечиться, то с сердечной недостаточностью, ну, без мотора, знаете, машина не едет. И точно так же, дорогие друзья, и мы с вами должны сердце беречь очень и очень и очень интенсивно. В этом, конечно, нам поможет и продукция GNS. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Почему мы стареем быстрее? Я говорю конкретно о России и странах СНГ. Лень, дорогие мои друзья, посмотрите на этого симпатичного котика. Вот я призываю вас быть такими же симпатичными, но не лениться. Проценты, которые я здесь привела, это то, благодаря чему в Соединенных Штатах Америки инсульты происходят в 4 раза, заметьте, реже, чем у нас. 47% успеха, которого они достигли, это снижение факторов риска. У них серьезнейшие программы по стимулированию людей двигаться, заниматься фитнесом, очень серьезные программы по контролю количества холестерина в продуктах, которые продаются везде, очень жесткие требования по поводу ограничения курения, особенно идет борьба большая за молодежь, и серьезные пропагандистские передачи, ролики и так далее про то, как нужно контролировать уровень давления. Точно такая же доля – это лекарственные препараты современные, которые они используют, и всего лишь 6% успеха наших западных партнеров – это кардиохирургия. То есть стентирование, шунтирование, различные всякие супервмешательства – это всего лишь 6% успеха. Обратите внимание, дорогие друзья, от нас от всех и от вас, каждого в частности, 50% здоровья зависит здесь и сейчас. 50% того, что у вас не будет инфаркта, инсульта, гипертонии, сердечной недостаточности, и будем мы жить с вами долго и счастливо. Надеюсь, я вас уже мотивировала, а теперь перейдем дальше. Почему от нас вообще зависит так много? Дело в том, что мы спроектированы замечательно. Каждый раз мне хочется передать вам вообще вот это ощущение восхищения нашим организмом. Мы как какая-то соната, гениальная и гармоничная. У нас есть способность сохранять постоянство нашей внутренней среды, поддерживать равновесие, преодолевать сопротивление внешним агрессивным факторам и, конечно, воспроизводить себя. Даже если вы ведете образ жизни не очень правильный, конечно, вы затрачиваете дополнительный ресурс на то, чтобы поддержать это равновесие. Но дефицит ресурсов начинает проявляться у вас какими-то жалобами, болезнями, проблемами через месяцы, а иногда и годы после того, как вы, собственно говоря, начали так бессовестно обращаться со своим организмом. Ну и я не исключение, да? Посмотрите на следующий слайд. Я очень люблю физику, надеюсь, вы тоже его любите и помните со школьной скамьи, что такое устойчивое равновесие. В здоровом организме, вот точно так же, как здесь на рисунке, даже если вы сместите этот шарик, он все равно вернется в исходное положение. Так и у нас. Стрессы, неправильный образ жизни, те же самые агрессивные факторы выводят систему из стабильности на время, а потом система восстанавливается. Но если мы будем очень долго дестабилизировать систему, не употреблять продукты с достаточным количеством питательных веществ, длительно сидеть за компьютером. Вот после того, как мы с вами встретились, я вас очень прошу сделать какую-то гимнастику, переживать по мелочам,
в общем, относиться, скажем так, не очень уважительно к своему организму, то мы перейдем к следующему слайду, к неустойчивому равновесию. И, к сожалению, дорогие друзья, по вашим вопросам я часто вижу, что задумываемся мы с вами вообще о том, как сохранить здоровье, молодость, красоту, после того, как мы уже перешли к вот этой стадии нашего состояния. Так вот, задумайтесь о следующем. Предположим, что уже проблемы появились. То есть это, наверное, я посчитала процентов 70 ваших вопросов, именно когда система уже разбалансирована. Уже есть или повышенное давление, или инфаркт, или инсульт за плечами, или диабет, или хроническая болезнь почек. Эта система уже неустойчива. Так вот там, где раньше мы могли годами не получать достаточное количество B12, не получать волокна, не получать другие витамины, микроэлементы и обходиться, скажем так, легким испугом, то теперь малейший толчок выведет систему из равновесия, и состояние ухудшится, контроль болезни будет намного хуже, и, соответственно, лечение будет занимать намного больше времени и не приносить, собственно говоря, больших успехов. Следующий слайд, пожалуйста. В этом плане я, конечно, не перестаю восхищаться продуманной системой от GNS, и, собственно говоря, поэтому я каждый раз вам показываю этот слайд. Они действительно продумали все очень правильно. То есть каждый компонент призван заниматься своим делом и укреплять баланс в нашем организме. Ну, наверное, уже вот появившейся традиции, я подумала, что имеет смысл каждую нашу встречу посвящать какому-то определенному продукту. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о продукте AM. Это часть, скажем так, витаминного продукта AM-PM, поскольку, скажем так, продукт достаточно сложный и интересный, разом все обсудить не удастся, поэтому сегодня говорим только об утренней части комплекса. Следующий слайд, пожалуйста. Я думаю, что многие из вас его уже употребляли или собираются употреблять. Мне, в принципе, он очень нравится своим составом, ну и, скажем так, достаточно быстро появляющимся и ощущающимся эффектом. Давайте разберем поподробнее, что же находится в этих таблетках и каких эффектов от него ждать и на что обращать внимание, если наша система уже, не дай бог, нестабильна. Так, одна из частей ЭМ, а вы знаете, что это очень сложная система, которая содержит и витамины, и микроэлементы, и несколько классов запатентованных смесей. Так вот, одна из частей – это витамины. Я перечислила вам здесь и, собственно говоря, состав и процентные отношения – это проценты от рекомендуемой суточной нормы взрослого человека. Вы видите, что некоторые позиции – это более 100% от дневной нормы. Так вот, сразу комментирую, почему создатели AM и PM продумали такой состав. Дело в том, что вы знаете, что этот комплекс – это не просто какой-то поливитаминный состав, да? А это, собственно говоря, комплекс, призванный и сохранить молодость, и защитить теломеры. Спасибо, Анастасия. Вот стараюсь как раз поподробнее вам рассказать. И защитить теломеры, и, собственно говоря, усилить антиоксидантную поддержку. Есть ряд микроэлементов и витаминов, которые именно обладают защитным действием на ДНК или стимулируют, скажем так, восстановление клеточных структур и ДНК в частности, или обладают антиоксидантными свойствами. Посмотрите, вот витамин С 333%, витамин С водорастворимый, излишки, которые организм не израсходовал, они спокойно выводятся, ничего не затрагивая в нашем организме, но количество витамина С, суточная его норма, это очень условная вещь. Дело в том, что у курильщиков витамин С разрушается быстрее, соответственно, потребление его должно быть больше. При малейших стрессовых каких-то обстоятельствах потребление витамина С тоже увеличивается. Поэтому создатели комплекса подошли, конечно, очень грамотно к ситуации. Витамин Е обладает выраженным антиоксидантным действием, хорош как раз для тех людей, у кого уже есть какие-то проблемы с сердцем и сосудами.
Вы видите вот комплекс витаминов, вот эти названия тиамин, рибофлавин и прочее, вот где вот там 300%, 200, 300, 600, это витамины группы В. Они защищают нервную систему, обеспечивают очень многие клеточные реакции и также участвуют в восстановлении ДНК. То есть, собственно говоря, не зря наши друзья из GNS создали комплекс именно с таким процентным содержанием витаминов группы В. Кроме того, они тоже водорастворимы и спокойно выводятся. Был вопрос от одного из партнеров, почему, скажем так, извините за подробность, моча окрашивается в такой достаточно яркий желтый цвет после употребления витаминов ЭМ-ПМ. Ну так вот, хочу вам сказать, что это нормально. Дело в том, что рибофлавин, это витамин В2, как раз обладает таким свойством, он действительно такого достаточно желтого интенсивного цвета, он используется, кстати, в пищевой промышленности еще и как пищевой краситель, и витамин, и с окрашивающим действием, поэтому это нормально, что моча более желтая. Пойдем дальше. Про витамин В12 очень часто я говорю, его здесь много, он тоже водорастворимый, излишки тоже выводятся. Дело в том, что В12 недостаток характерен очень часто для людей, которые практикуют веганство или вегетарианство. Поэтому, конечно, если вы поклонник такого стиля питания, то вам нужно обратить особое внимание на то, что витамин В12 должен поступать в ваш организм. Из растительной пищи В12 получить не удастся. Здесь, конечно, подошли очень грамотно. Кроме того, нехватка витамина В12 приводит к различным нарушениям в организме, в частности, еще и к повреждению сосудов и повышению уровня холестерина. Перейдем к следующему слайду. Надеюсь, я вас сегодня не перегружу подробностями, но мне просто очень нравится этот комплекс. Я хочу, чтобы вы тоже знали, что там и как и почему. Минералы. Посмотрим на минералы. Все уже знают про то, что такое йод. Но я вам хочу сказать, что больше половины территории Российской Федерации это регионы с дефицитом йода в почве и воде, поэтому, конечно, потребление йода очень важно. В комплексе ЭМ содержится 20% от суточной нормы. Еще дополнительно в вечернем комплексе содержится еще 8% от суточной нормы. Соответственно, те из вас, кто по назначениям эндокринолога, допустим, или семейного врача, или участкового терапевта принимает препараты йода, должны знать, что если вы принимаете 200 микрограмм калия йодида, то вам нужно просто перейти на 100 и спокойно продолжать пить ЭМ-ПМ без того, чтобы вы опасались как-то увеличить количество йода. Вот. Поэтому можете предупредить доктора, что вот я пью такие витамины, там содержится, соответственно, 38% суточной нормы. Так что скорректируйте, если что, принимаемое количество йода. Дополнительно, вот очень хочется мне сказать, есть часть из вас, которые говорят, ну как же, я употребляю йодированную соль, поэтому, собственно говоря, мне, наверное, йод и не нужен, я боюсь принимать там там вот есть йод, а я и так йод получаю. Хочу вам сказать, дорогие друзья, что йод в йодированной соли очень недолговечен, и если вы йодированную соль храните в открытом виде, то, собственно, через 4-5 дней там уже никакого йода не будет, это раз. Во-вторых, сама по себе соль обладает повреждающим действием на сосуды и почки, повышает артериальное давление. Для того, чтобы получить достаточное количество йода из йодированной соли, вам придется переборщить с солью. Поэтому все-таки ЭМ-ПМ лучше, чем йодированная соль. Дальше вы видите среди минералов такие замечательные компоненты, как селен, марганец, хром и молибден. Это микроэлементы, которые содержатся в очень-очень маленьких количествах в пище и достаточно быстро разрушаются при термической обработке. А они очень нужны нам именно для сохранения молодости, поскольку они тоже входят в химические реакции, ответственные за восстановление ДНК. Следующий слайд, пожалуйста.
Честно говоря, я не знаю, так маленькая ремарка. Вам не кажется, что вы находитесь на уроке химии? Нет? Если вдруг как-то будет слишком тяжело, вы мне уточните. Тут я чат отслеживаю, и я буду на чем-то останавливаться, как-то поконкретнее рассказывать. Вы, наверное, те из вас, кто уже пил ЭМ, как я, например, прочитали следующий компонент – это поддержка теломеров. Ну так вот, скажем так, это вообще смесь уникальная, потому что она запатентована от GNS, и компонентов у нее очень много. Они совместно, почему, вот, кстати, вы прочитали, наверное, и слово «синергичный комплекс». Спасибо, Юля, большое. Синергично – это значит, что все компоненты действуют друг с другом заодно и усиливают действие друг друга. Так вот, витамины и микроэлементы, которые мы с вами уже обсудили, усиливают действие этого комплекса поддержки теломеров. А комплекс поддержки теломеров, соответственно, увеличивает усваивание витаминов и микроэлементов. Ну так вот, вы видите здесь большой первый отсек, значит, смесь с лецитином и так далее. Все эти ненасыщенные жирные кислоты и лецитин обладают защитным действием на нервную систему, уменьшают повреждение нервных клеток в результате стресса, ну и, собственно говоря, являются обязательными компонентами клеточных стенок, соответственно, предотвращают преждевременное старение клетки. Остальные комплексы действуют очень разнопланово, но все они, в принципе, призваны именно защитить ДНК от преждевременного разрушения. Я думаю, что те, да, Светлана, не знаю насчет космонавтов, но то, что мы с вами заслуживаем того, чтобы активно работать, несмотря на современные условия жизни, это точно. Вы видите, что действие действительно разноплановое, именно потому что вряд ли мы с вами получим все эти компоненты из того обычного рациона питания, который есть у нас на столе каждый день. Собственно говоря, GNS позаботилась о нас без того, чтобы мы напрягались и как-то искали вообще все эти компоненты, и тем более думали, как же их приготовить и не забыть употребить в пищу каждый день. Так вот, я уверена, что те из вас, кто уже начал принимать ЭМ-ПМ, почувствовали, что вот где-то через неделю-две ощущения от организма совсем другие. В принципе, половина из этих ощущений вызваны именно, скажем так, этим комплексом поддержки теломеров. Следующий слайд, пожалуйста. А теперь посмотрите на этот слайд. Все, наверное, увидели здесь наш любимый ресвератрол. Здесь он содержится, конечно, в намного меньших количествах, чем в резерве, но нам здесь больше и не нужно, то есть он действует совместно со всеми остальными компонентами именно для того, чтобы усилить действие всех микроэлементов и витаминов. Карнитин – это такой достаточно интересный элемент. Мы уже обсуждали его, когда говорили про Zen-систему. То есть он помогает эффективно работать мышцам, в том числе и сердечные мышцы тоже. Сера заинтересует тех, у кого есть и проблемы, в том числе с суставами, поскольку, допустим, сера помогает организму синтезировать более эффективный коллаген. Коллаген – это такая структура, собственно говоря, из которой образованы все наши опорные связки, хрящи, кости, соединительная ткань. Поэтому, если серы недостаточно, то остеохондроз развивается быстрее. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это вообще мое любимое. Комплекс для борьбы со свободными радикалами. Про зеленый чай я уже целую оду тоже спела, когда мы говорили с вами о системе Zen. Но напомню вам, что это очень мощный антиоксидант. И вообще, если вы хотите быть в тонусе и при этом молодо выглядеть и не разрушать свои сердце и сосудов, я вообще вам рекомендую перейти с черного чая на зеленый. Это полезно и вкусно. Гинка билоба – это
действительно феноменальное растение, его называют и растением долголетия, и растением памяти, поскольку оно обладает и великолепным защитным действием на нервные клетки. Те из вас, кто, скажем так, дружит с невропатологом, знают, что неврологи часто назначают и лекарственные препараты, содержащие двудольную гинку. Ну и, соответственно, здесь в комплексе гинка помогает бороться со свободными радикалами, то есть с теми химическими частицами, которые разрушают клетку и вызывают ее преждевременное старение и гибель. Антоцианин – это тоже очень мощный антиоксидант. Как и ресвератрол, он содержится и в кожице винограда, красного винограда я имею в виду. И, собственно говоря, поэтому где-то еще лет 10 назад так много говорилось о пользе красного вина. Но дело в том, что здесь вы получаете именно антиоксиданты в этом комплексе, но не получаете консерванты в виде алкоголя, который, наоборот, разрушает клетки, повышает артериальное давление. Извините, ДНК, я что-то написала с маленькой буквы, но я надеюсь, что вы поняли, что я хочу сказать. Что такое поддержка естественной регенерации ДНК? У нас есть механизмы защиты нашего ядра, нашей генетической информации, но при агрессивной окружающей среде или неправильном образе жизни эти механизмы могут не срабатывать. Ацетилцистеин – это компонент, который связывает свободные радикалы, то есть даже если какие-то из них пробились через ту многоуровневую защиту, которую уже нам создал ацетилцистеин тоже дополнительно их свяжет и выведет, избежав, скажем так, повреждения ДНК. И инозитол – это также мощный антиоксидант, который обладает дополнительным механизмом восстановления ДНК. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я объединила две системы в одну. Начну, значит, с поддержания здоровья клеток. Многие из вас знают спирулину. Это такая водоросль, которая содержит большое количество магния. Магний тоже очень важный компонент для того, чтобы поддерживать состояние сосудов и нервной системы в нормальном режиме. Также и все перечисленные водоросли, которые вы видите, богаты йодом, магнием и дополнительными антиоксидантами. Вот фукоксантин, такое интересное название, это тоже антиоксидантный элемент, который защищает клеточные структуры. Пищеварительные ферменты были добавлены в комплекс ЭМ для того, чтобы та система, которую вы видите, содержится в этом комплексе, усваивалась. Также был один из вопросов от партнеров, достаточно ли эти ферменты для того, чтобы обеспечивать какой-то лечебный эффект при хроническом панкреатите или холецистите. Нет, друзья мои, эти ферменты нужны именно для усвоения компонентов комплекса. То есть это не лекарственный препарат для лечения каких-то недостаточностей ферментов при панкреатите, а это именно звенья одной цепи комплекса АМ. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и на сладкое регулирование клеточных процессов. Вы видите здесь уже знакомые вам из системы ЗЕН глутамин, фенилаланин и тирозин. То есть это незаменимые аминокислоты, которые участвуют в обменных процессах. В частности, глутамин является предшественником вещества, передающего сигналы в мозге. Тирозин – это аминокислота, участвующая в очень многих процессах, как и фенилаланин. Вы видите стимулирующий компонент комплекса ЭМ. Это экстракт гуараны. Там содержится кофеин. Собственно говоря, благодаря этому компоненту тоже мы чувствуем определенный прилив сил и энергии при регулярном приеме ЭМ. Также и кардицепс китайский обладает небольшим стимулирующим действием и активирует обменные процессы, как и листья гутуколы. Ну, есть и маточное молочко. Вообще, для тех из вас, кто является коллегами по профессии, я знаю, что такие тоже есть,
Хочу сказать, вы прекрасно знаете, что есть несколько, скажем так, видов витаминных комплексов. Мы начинали с простых витаминов, то есть когда вы отдельно употребляете витамин С или витамин А, потом появились олигопрепараты, то есть там было 2-3 витамина в одной таблетке или капсуле. Дальше появились поливитамины, это был следующий класс, то есть их там могло быть и 10, и 12. Потом появились комплексы витаминов с минералами. И самое последнее поколение, это когда есть и витамины, и минералы, и еще и биологически активные вещества. Так вот, как вы можете видеть, ЭМ, ПМ – это как раз такой комплекс последнего поколения. Но учитывая, сколько здесь запатентованных смесей, дорогие друзья, ну я вам хочу сказать, что это комплекс уникального поколения, так скажем. Надеюсь, что я не очень загрузила вас подробностями, и в завершение хотела бы еще остановиться на некоторых вопросах, которые вы задавали чаще обычного. Вообще хочу сказать, что вопросов сам комплекс ЭМПМ вызвал немного, судя по нашим скайп-встречам. Но давайте, тем не менее, их рассмотрим. Следующий слайд, пожалуйста. Был вопрос о том, стимулирует ли выработку гормонов коры надпочечников витамины ЭМПМ. Дело в том, что для того, чтобы вообще стимулировать выработку каких-то именно гормонов целевых, ну, для этого должны создаться определенные условия. Комплекс ЭМ оказывает гармоничное действие, то есть это общестимулирующее действие на весь организм, а не на какую-то систему. Поэтому еще сходный вопрос был и по поводу щитовидной железы. Нет, вы можете не бояться того, что как-то повысится количество гормонов коры надпочечников или щитовидной железы выше допустимых пределов на фоне приема ЭМПМ. То есть будет именно общестимулирующее действие, а не действие, направленное на стимуляцию какого-то органа или системы. Таким эффектом обладают лекарственные препараты, но не такие комплексы. Следующий слайд, пожалуйста. Было несколько вопросов по поводу головных болей, которые возникали на фоне приема комплекса ЭМПМ. Хочу сказать вам, что с большой долей вероятности, скорее всего, эти боли могли быть вызваны именно утренней частью, то есть ЭМ. Дело в том, что при мигренях, вы знаете, те из вас, у кого есть диагноз установленной мигрени, что определенные факторы могут запустить появление головных болей. Кофеин относится к числу таких пусковых факторов, поэтому тот кофеин, что содержится в небольших совершенно количествах ВМ, но все-таки содержится, может вызвать усиление головных болей. Так что я порекомендовала бы вам уменьшить от рекомендуемой нормы. Мы знаем, что утром надо принимать 2 таблетки до 1 в день. Вот. Также при чрезмерном нервном напряжении и атеросклерозе сосудов головного мозга также на фоне приема ЭМ могут появиться какие-то головные боли или дискомфорт. Соответственно, тоже надо уменьшить до 1 таблетки в день. Если продолжатся такие вопросы, то тогда вам лучше будет принимать ПМ отдельно, без компонента ЭМ. Ну, честно говоря, вот я не видела еще, чтобы люди, кто снизил до 1 таблетки, жаловались, что у них сохранялись такие головные боли. Ну и, соответственно, если так получится, что какие-то из ваших друзей, коллег, партнеров окажутся как раз из числа тех, у кого ЭМ может вызвать головные боли, соответственно, я вам рекомендую в этом случае использовать ПМ, а как компенсацию уже дополнительно Affinity и резерв. И, естественно, немаловажным будет обратиться к вашему лечащему врачу и дообследоваться на предмет того, где же все-таки есть проблема, и решить ее. Следующий слайд, пожалуйста. Интересный вопрос, я все-таки его решила здесь привести. Помогает ли ПМ при депрессии? Дело в том, что, как мы уже с вами обсудили, ЭМ – это тонизирующий комплекс, то есть он помогает придать бодрости организму в течение дня, но депрессия – это не упадок сил и не синдром хронической усталости.
Если мы говорим о депрессии, то это серьезное заболевание, которое, собственно говоря, не лечится никакими комплексами, а это очень, скажем, специфическая ситуация, которая требует консультации психоневролога или психиатра. Поэтому если у кого-то зашла речь о депрессии, то, соответственно, тут сразу вот к специалистам для того, чтобы или опровергнуть этот диагноз, или подтвердить, а все остальное потом. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, я не стала приводить, естественно, личные данные, но тоже достаточно часто задают подобные вопросы, так что вот привожу этот пример. Вот одна из наших друзей также принимала в период менопаузы 3 месяца наш комплекс в стандартной норме. У нее уменьшилась интенсивность приливов, давление сохраняется артериальное, АД это артериальное давление повышенным, то есть 140 на 90 это не норма, вы знаете, что норма ниже 140 и меньше 90, а лучше 120 на 80 по-гагарински. Стоит ли продолжать прием данных витаминов? Вы видите, что ЭМ, ПМ это, как я сказала, уже синергический комплекс. То есть там все компоненты помогают поддерживать и правильные биоритмы, и все биологические процессы, и химические реакции в нашем организме. Поэтому ограничений в приеме его нет. Конечно, мы рекомендуем минимально принимать 1 месяц, а дальше уже столько времени, сколько вы хотите компенсировать ту нехватку витаминов и микроэлементов, которые, возможно, появятся, если не получать всех этих компонентов из питания. Хотя, честно говоря, между нами я не знаю, как надо питаться, чтобы все это получить, да? Поэтому принимать ЭМПМ можно столько времени, сколько времени вы, собственно говоря, хотите обеспечивать нутритивную клеточную поддержку. Безусловно, нужно заниматься и другими факторами риска, в том числе и нормализовать артериальное давление. Если там речь идет о какой-то проблеме с весом, то ее тоже. То есть любите, друзья мои, себя и занимайтесь своим здоровьем обязательно. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается в продолжении предыдущего слайда по поводу повышенного артериального давления, вы видите, что есть факторы риска неизменяемые. Мы не можем на них, к сожалению, пока повлиять. Это наследственность, пол и возраст. То есть если кто-то в роду был с повышенным артериальным давлением, большая вероятность того, что мы это унаследуем. Мужчины страдают повышенным артериальным давлением чаще женщин. Ситуация у женщин меняется только после менопаузы. И возраст, естественно. Чем старше мы становимся, тем больше риск того, что давление будет повышаться с возрастом. Ведь сосуды стареют и становятся более жесткими. Есть изменяемые факторы риска повышения артериального давления. Частые стрессы, избыток соли в пище, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни и ожирение. Вот те риски, которые мы можем и должны менять. Именно благодаря работе с этими факторами риска, собственно говоря, в Америке и Европе сейчас от инсультов и инфарктов умирает в 4 раза меньше людей, чем у нас. Поэтому обязательно с каждым из этих факторов мы должны работать непрекращаемо. Вот, даже так сложно сказала. И ПМ может помочь в этой борьбе именно потому, что там есть и компоненты, которые помогают, скажем так, бороться с стрессом на клеточном уровне. Кроме того, вы знаете, у GNS есть политика низкокалорийного производства, то есть все их продукты содержат минимум возможные калорий, то есть мы не будем получать избыток калорий, будем бороться и с ожирением. Ну и, дорогие друзья, от нас самих тоже много зависит. Контролируйте употребление соли, отказывайтесь от вредных привычек и давайте больше двигаться и больше общаться лично. Следующий слайд, пожалуйста. Конечно, GNS дополнительно поможет нам в этом своей сбалансированной системой. Ну а в следующий раз мы с вами поговорим в продолжение темы о PM, о второй части комплекса. Большое спасибо за внимание.
Варвара, спасибо большое. Вы видите по отзывам, На какие здоровье. Я прекрасные рада, что отзывы всем и понравилось. информация. Каждый раз, когда Варвара готовит свое выступление и когда она его предоставляет, понимая, что какая взаимосвязь, как много делает наша компания для того, чтобы поддерживать организм человека в таком хорошем рабочем состоянии. И каждый раз удивляешься, что ну надо же, и это есть. И вот удивительно, что мы в такой компании работаем. Да, спасибо большое, и все вам пишут. И, конечно же, мы будем ждать новых встреч с вами. А я Спасибо, дорогие хочу друзья. Я всех рада, что вам поблагодарить помогла за то, информация. что вы присоединяетесь к нам. И, конечно же, всех пригласить, чтобы не только сами приходили и подключались к нашим вебинарам, но также приглашайте своих новых партнеров. Прививайте эту привычку посещать наши вторничные встречи у всех членов своей команды. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До новых встреч. Было очень приятно с вами встретиться. И, Варвара, огромное спасибо вам еще раз. До новых встреч. До свидания. Спасибо вам.